Я понимаю, что здесь подоплека РАИС именно как диктующие некие установки, культуру в компании. Самодур. Если с таким окрасом, да, то это, конечно, это, конечно, пагубно. Родственниками они останутся на протяжении всей жизни. А вот команду собрать достаточно сложно. Поломать и потом, собственно, набирать новую, зачем? Это очень большие риски, мне кажется, для бизнеса. Почему это про ценности? Потому что, правда, самые результативные люди, они однозначно носители ценностей. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии подкастов «Трех медведей». И сегодня мы говорим о корпоративных ценностях. Меня зовут Зибута Джибаева и мой соведущий Искандар Мирзоганиев. А в гостях у нас Анна Жданова, директор по персоналу компании «Мегафон Таджикистан». Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И первый вопрос, так как мы вчера рисовали раисов, картинки для раисов. А в Таджикистане обычно корпоративные ценности – это ценности раиса. И насколько пагубно это для компании? Во-первых, мы в компании, наверное, не общаемся категориями раисов. У нас есть руководители разного, так скажем, уровня, среднего звена, топ-руководители, да. И я понимаю, что здесь подоплека РАИС именно как диктующие некие установки, культуру в компании. Самодур. Если с таким окрасом, да, то это, конечно, это, конечно, пагубно. Хотя при формировании ценностей, конечно, высшее руководство компании принимает непосредственное участие в их формировании, описывание, да, этих ценностей и трансляции, в том числе и на протяжении работы компании в трансляции этих ценностей. Потому что, в общем-то, голова, она должна прежде всего понимать, как работают сами, как хотят, что ожидают от сотрудников. А если вот он прям самолично принимает все решения, он диктует ценности, не согласовав с коллективом. То есть я понимаю, да, вам немножко сложно, да, понять еще вот эту природу, культуру, традиции в Таджикистане, а чаще всего происходит именно так, что есть вот раис и все, и он все определяет, как скажет раис. Но ведь и в России есть такие примеры. Есть такие примеры, да, я сталкивалась с такими примерами, но, наверное, я так скажу, самое пагубное – это когда есть двойные стандарты. Когда ценности компании, корпоративные ценности описаны одним образом, а то, что происходит на самом деле, неважно от руководителя какого уровня, от самого высокого руководителя или более низкого уровня, уже другая трансляция. И получается, что сотрудники видят, что существуют двойные стандарты. Тогда, в общем-то, теряются ориентиры, и в том числе наступает момент, когда руководству невозможно спросить сотрудников, почему он действовал тем или иным образом или принимал решение такое, потому что он может сослаться на пример, который он видел. Да, мы уже как будто в середине подкаста. Давайте для всех обозначим, что такое корпоративные ценности простым языком и почему так важно устанавливать корпоративные ценности в компании. В общем-то, это инструмент управления компанией, и это некие принципы, свод принципов, по которым действует каждый сотрудник и компания в целом. Как она действует по отношению к клиентам, к партнерам, к сотрудникам, и в том числе, как каждый сотрудник, в общем-то, действует на своем рабочем месте, выполняя какие-то рабочие функции, как он взаимодействует, коммуницирует внутри команды, с коллегами, как он взаимодействует с партнерами, с клиентами. Вот это некий такой свод принципов, на основе которых мы, в общем-то, живем, принимаем решения. Это получается, вы сейчас перечислили, мне так сразу в голове такая книжка. Да, свод ценностей, и их причем надо же понимать и как минимум, как максимум выучить. Это скорее не описание правил, да, то есть существуют и такие документы в компаниях, в некоторых компаниях, когда это кодекс принципов ведения бизнеса, когда прописывается прям очень четко, как, где ты с кем взаимодействуешь. Нет, ценности – это это более короткие формулировки, но понимаемые однозначно, что за этим стоит. Да, что такое лидерство?
Например, вот у нас в компании 3 ценности. Лидерство начинается с тебя, команда начинается с тебя и счастье клиента. Счастливый клиент начинается с тебя. И описание достаточно короткое, но ты понимаешь, ты можешь соотнести любое свое действие, либо решение, да, с тем, что, в общем-то, в этой формулировке. То есть, получается, вы вытащили ценности компании в рекламу? Продвижение? Ну, у вас все начинается с тебя. Ну, это, наверное, это некий такой общая направленность, что действительно, ну, как бы ты отвечаешь. Это вот категория ответственности, что ты несешь ответственность за то, как это выражается и отражается там взаимодействие с клиентом, с коллегой, внутри команды. Ответственность – это некий принцип ответственности, что действительно начинается с меня. Я не говорю, потому что такая ситуация сложилась, поэтому я не смог, да, там что-то, или вот это невозможно было, а вот я что конкретно сделал для того, чтобы там выполнить задачу или поменять ситуацию. Кто должен определять эти ценности, формировать? Изначально руководство компании, собственники бизнеса, они понимают, зачем они создают бизнес, куда они хотят прийти в долгосрочной перспективе. И есть некое там ДНК и понимание, с какими людьми они хотят работать. И какие люди будут максимально эффективны в той команде, которую они собирают. Неважно, какой масштаб. Да, то есть это может быть небольшая компания, но есть очень четкое понимание, какие люди будут работать в этой компании. Когда компания крупная, это тем более важно, потому что как бы ты не доберешься до каждого и не посмотришь, но каждый сотрудник может сравнить с описанием ценности, свое поведение, свои действия и понимать, он в контексте ценностей работает или нет. И каждый руководитель может дать обратную связь. И да, каждый коллега любого уровня, да, неважно, там, на одном уровне находимся, да, либо это, собственно, там, более высокий уровень, и могут сказать, что, там, например, вот в данном случае ты, там, например, не командно действовал. И это очень хорошо работает, потому что у меня есть такие примеры и опыт, когда мы прям прописывали ценности, формализовали их. Они были как ДНК у команды, но мы их формализовали, прописывали и потом внедряли. И самый там, для меня был потрясающий эффект, когда я приезжала через год после таких массовых внедрений в командах, там проработка ценностей. Я приезжала на совещание, на собрание, и я понимала, что люди говорят: так вот, коллеги, вот это сейчас не командно было, например, да, так, но это не по-лидерски. Я понимала, что за этим как бы стоит, и как люди вот действительно будут думать, в каком контексте. И это действительно это инструмент управления. Все. Нет топа над каждой командой в каждом регионе, на каждом совещании. Но люди сами регулируют там по ценностям, как они действуют. Это тот эффект, ради чего. Следите, чтобы не было саботажников, да? Выявляете их. Команда сама этим управляет. Ей есть на что сослаться. И вот как раз, когда эти четкие ориентиры прописаны, то очень четко можно отнести, дать обратную связь, да, если вдруг ты понимаешь, что действует человек вразрез с ценностям. Можно взять шаблон, да, ценностей какой-то там западный и потом их адаптировать под себя. Но в Таджикистане есть такие понятия, как родственные связи, они более крепче, возможно, да, при создании компании, или дружественные связи. Учитывается ли это или должно ли это учитываться при составлении корпоративных ценностей? Я думаю, нет. Потому что все-таки вообще ценности, если брать там про ценности личности, да, то, от чего я не могу отказаться. Вот отказаться от пойти против там своих личных ценностей, это вообще смерти подобно. Потому что я предаю себя. Это, даже если я что-то делаю, это очень плохо для человека впоследствии. Он не может от этого отказаться. Поэтому как туда могут вплетаться какие-то сиюминутные потребности, не знаю, угодить родственникам? Как раз-таки ценность родственных связей, да, она в Таджикистане выше. Тогда семья – это семья, и родственники – это прекрасные отношения, это одно другого не отменяет, но есть бизнес, который работает по другим. Был такой случай, когда вот у меня есть система ценностей именно по бизнесу. Я специалист, я заточен, я работаю, но при этом
есть, скажем, ряд других руководителей, которые не сильно, скажем, отупляют в деле, и получается, что они просто ставят палки в колеса. И генеральный директор, чьи-то люди есть, говорит следующее: будь с ними попроще, я понимаю, они не понимают, но они мои близкие. Это классическая просто картина. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Причем, знаете, как раз в европейской культуре и в бизнесе, чтобы не создавать таких конфликтов интересов на, например, позиции, где родственники могут вступить в этот конфликт. Я не знаю, там коммерческий директор и финансовый директор никогда не могут быть родственниками, потому что это прямой конфликт интересов для бизнеса. И есть просто такое правило и принцип, что не принимают. Да? То есть они могут быть прекрасными профессионалами, но компания осознает, что в какой-то момент действительно может возникнуть конфликт интересов, что плохо повлияет на бизнес. Или, например, на отношения этих людей. Зачем создавать такие конфликты заранее? Но я понимаю, о чем вы говорите, да, что... Во-первых, можно себя оградить такими правилами. Но если уже работают, собственно, родственники и так далее, мне кажется, это все равно вопрос диалога. И, опять же, принимается решение. Вот сейчас мы поступаемся нашими принципами, и как это повлияет на бизнес, в будущем, как это повлияет на вас, которые, в общем-то, вы сейчас, вам предложили отказаться от чего-то, то, что вы считаете, такой нормой, и, наоборот, пришли, может быть, в эту компанию ради того, что здесь такая культура. Это, в общем-то, руководителю нужно думать, что за этим стоит. И, возможно, лучше поработать со своими родственниками и им объяснить, и друзьями. Да. Потому что команду с родственниками они останутся на протяжении всей жизни. А вот команду собрать достаточно сложно. Поломать и потом, собственно, набирать новую. Зачем? Это очень большие риски, мне кажется, для бизнеса. Нужно ли, я понимаю, нужно обязательно крупным компаниям прописывать все корпоративные ценности, а не большим? Я думаю, это полезно. До этого, может быть, не всегда доходят сразу руки, потому что, когда мы собираемся с командой единомышленников, мы друг друга знаем, мы понимаем, что мы в одном контексте, с одними ценностями, и, в общем-то, понимаем, как мы работаем, для чего мы работаем. Но в каком-то этапе все-таки нужно этим озаботиться, и нужно их прописать. Никогда не бывает поздно. И никогда не бывает поздно. Абсолютно. Абсолютно. То есть вы просто уделяете этому время, и у вас появляется новый ресурс управления. Эффект, он ощущается быстро. У меня один проблемный вопрос. Окей, мы прописали ценности, и как донести? Есть ли какие-то инструменты, действенные, чтобы донести и трансляцию, провести на весь коллектив этих ценностей? Потому что, я как понимаю, все равно, ты не можешь собрать весь коллектив, чтобы прописать ценности, если он большой. И возможно, что на каких-то этапах и не нужно это. Но как все это передать коллективу, чтобы они правильно тебя поняли. Чтобы они их приняли как свои ценности и понимали, что это важно не только для бизнеса, скажем, как у нас обычно скажут, это Раису, конечно, важно, потому что, потому что он же зарабатывает деньги, а мне с чего это все? А мы бедные Паша. Но это такое себе внедрение тогда. Хороший вопрос. Существуют действительно прям различные инструменты, как внедрять ценности. В общем-то, по сути, действительно, это очень личное, это глубоко, и, как вы правильно сказали, нужно соотнести, а мне подходят вообще эти ценности, потому что на самом деле, если человек понимает, что мне вообще не подходит, не совпадает с моими ценностями, то здесь лучший вариант вообще-то разойтись компании и данному сотруднику. Потому что это либо человек себя ломает, либо компания должна как-то очень пристально смотреть за тем, чтобы не происходило каких-то действий, которые не нужны. Поэтому это это рабочие сессии, это а-ля даже смесь тимбилдингов, каких-то рабочих встреч с командами, где действительно нужно соприкоснуться, понять, про что эта ценность. Она
отзывается у меня. Если отзывается, все круто, классно. Я это никогда не запоминаю в тексте, но на подкорке я чувствую, про что это. И это вот такие командные встречи, когда обсуждается, про что мы, про что эта ценность, совпадает с моей, да, потом как это помогает нам компанию развивать. Кто это должен делать? Ну, вообще HR за это отвечает. То есть, получается, таким методом мягкого ввода потихоньку. Да. Не так, что теперь мы африканцы. Надо же почувствовать. Надо почувствовать, что мы африканцы. Почему вдруг? Где, какие гены в нас присутствуют? Какие-то стереотипные вещи. Да. Потихоньку, мы африканцы, чтобы человек сам такой сказал, да? Ну, чтобы он почувствовал. Либо сказал, нет, ребят, нет. И тогда лучше думать про разные пути. Сейчас модно стало, что как раз-таки вот доводит до коллектива все ценности директор, то есть владелец. Ну, прям, без усмешки. Нет, серьезно, это хорошо, потому что любая такая, повод поговорить с командой, да, топу, да, директору, руководителю компании, это в том числе повод, поговорить и про то, где мы с точки зрения бизнеса, с точки результатов бизнеса, но и с точки зрения как и почему мы здесь, да, почему мы такие крутые, почему мы сюда пришли, ребят, потому что мы, например, командно работали, потому что мы действительно проявляли лидерское поведение в работе и в достижении этих целей. Это каждый раз надо проговаривать, это здорово. Это, наоборот, очень круто, это подпитывает, возвращает, и вот эти вот ориентиры сверяет. О, да, все, я в контексте, действительно, я тоже так думаю, и руководство так думает, это здорово, мы в одном контексте, мы вместе. А как принято в Мегафоне? Любые встречи, это специально не прописывается, но это, наверное, уже, как в ДНК, на подкорке, когда ты понимаешь, что тебе нужно об этом сказать. Каждый руководитель, он так или иначе как-то соприкасается и связывает это с ценностями. Не в четких зачитываниях формулировки. Каким должен быть руководитель, скажем, как ваш, который сидит вместе со всеми за гитарой перед костром и довольно-таки общительный человек? Или он должен окружить себя охраной, появляться перед сотрудниками только с такими речами мотивирующими, да. А сам потихонечку увольняет людей или что-то такое происходит нехорошее, сокращает, зарплату сокращает, но при этом мы идем вперед. Каким он должен быть руководителем? Ты такого пушистого описала, и тут монстра сразу. И, конечно, все скажут, монстра не надо. Не, пушистый, это же как? Он не совсем пушистый, наверняка тоже есть какие-то свои подводные камни, что он может быть жестким, например. Да? Общаясь с сотрудниками, даже на тимбилдинге, он должен сидеть с ними вместе или отдельный топчан взять себе 10 человек заграждения, чтобы к нему никто не подошел. Сразу несколько вопросов слышу здесь. На самом деле руководитель должен быть собой, потому что нет ничего хуже, когда руководитель наигрывает. То, что вроде бы должно транслироваться. Именно поэтому, почему я говорю, что ценности – это реально рабочий инструмент. Неважно, будь то руководитель компании, руководитель среднего звена, либо специалист, обычный специалист в любом департаменте, любой функции, у нас же и подбор в компанию, да, прием в компанию происходит людей, мы оцениваем в том числе по ценностям. Угу. Потому что изначально мы понимаем, что все, здесь все в порядке. Вот здесь человек, собственно, перекликается с нами. Дальше его профессиональный рост, карьерный уже зависит и от него, и от того, какие возможности предоставлять будет компания. Но мы четко уверены, что он не пойдет вразрез с ценностями компании, и он будет действовать именно в этом контексте. Поэтому, у нас один контекст ценностей, да, и наш руководитель, как вы говорите, он такой, который может сидеть у костра с гитарой. Но прежде всего, конечно, этот руководитель, он прежде всего отвечает за бизнес-результат. От этого зависит благополучие компании, от этого зависит перспектива развития
компании, да, насколько мы там эффективны в бизнесе и зарабатываем, да, там, в бизнесе, мы, соответственно, можем развивать, инвестировать в что-то, да, что, в общем-то, станет новым продуктом для наших клиентов, да, новым качеством, новыми услугами для наших клиентов. Поэтому, прежде всего, руководитель отвечает за бизнес-результат, вот, но однозначно он в контексте ценностей. Как часто можно переписывать их? Ценности. Нужно ли их пересматривать? Это делают специально, если, например, компания понимает, что стратегия резко меняется, рыночная среда, либо, собственно, действительно стратегия выхода на новые рынки, и там нужны некие фокусы для сотрудников, которые очень важны, то, каким образом мы будем двигаться. Опять же, зависит от амбициозности цели. Да? Например, если мы хотим очень быстрый рост, то, например, нам нужно зашить это, как-то усилить. Там вот, да, лидерство же тоже бывает, сформулировать можно по-разному. То нет такого правила, как часто. По необходимости. Если это нужно, если нужно что-то протранслировать сотрудникам, чтобы это было прям в категории их поведения повседневного, и это важные моменты, то да, могут быть формулировки. Либо это изменение действительно стратегии бизнеса. Тогда это прям... Или увеличение штата? Нет. Масштабирование бизнеса, оно происходит на тех же установках, если это работающий, эффективный бизнес. Нет, никто не отказывается в этом плане. Оценки, наоборот, говорят, здорово, мы растем, значит, мы все правильно делаем. Насколько важен корпоративный дух в компании? Очень важно. Да, и вот как его поддерживать, потому что, я не знаю примеров, да, там, как часто компании проводят тимбилдинги. Там нам-то легко, нас тут, господи, раз-два я обчелся, мы собрались и пошли. Хоть каждый вечер. Да, хоть каждый вечер. Вы говорите про тимбилдинги, которые там на уровне всей компании, да, например. Это нечастая история. На уровне отделов, думаю, что... На уровне отделов как решит сам отдел? В общем-то, они могут, ребята могут собираться абсолютно в свободном режиме, и часто, и менее часто. Тимбилдинг – это некая, опять же, некий инструмент, некая возможность нам всем побыть вместе, не знаю, порадоваться за то, что мы достигли, посмотреть на героев, которые супергерои, реально их наградить, в том числе увидеть в лицо и посмотреть. Вот это опять же, да, мы, например, почему это про ценности? Потому что, правда, самые результативные люди, они однозначно носители ценностей. И когда компания, например, в рамках того же тимбилдинга, да, какого-то совещания поддерживает и показывает признание этим людям, мы им выражаем признание за их результаты, за бизнес-результаты. Но каждый видит, какие они, как они действуют. Они понимают, что это действительно люди, это носители ценностей, и они достигают вот этих результатов. Значит, ценности – это не просто так, они работают. Они работают и помогают человеку в том числе быть результативным. Как часто? Не часто. Да, вот мы сейчас планируем, например, у нас 20-летие компании, это, конечно, очень такое событие для нас большое и значимое, поэтому мы, конечно, хотим собрать людей, чтобы они отдохнули, чтобы как раз увидеть своих героев, опять же, еще раз посмотреть, куда мы идем и как мы идем. Вот. Сколько человек в компании? У нас порядка 670 сотрудников. Много, да, собрать-то все. Кто-то будет на работе. Да, кому-то не повезет. Кому-то не повезет, да. Какие вопросы нужно задать себе, чтобы начать писать ценности? Посмотреть, в чем вы, прям вспомнить свои суперрезультаты, которыми вы гордитесь, которые каждый из вас, либо вы как команда сделали, и подумать, как мы этого достигли. За счет чего? Почему? Что там было таким важным и ведущим, что позволило нам, так мечтать, так действовать и так добиваться, идти к цели, и в итоге достигнуть такого суперрезультата. Посмотреть на поведение вообще лучших ваших кадров. У нас все кадры.
Ну, вы носители, правда, да. И вы же объединились тоже, вы объединились не просто так. Ну, это нам всегда проще и легче, и нам радостнее взаимодействовать с тем, с кем мы близки, по ценностям, по своим личным. И личные ценности не должны идти вразрез с ценностями компании. Когда мы говорили про внедрение, это действительно важно, чтобы каждый почувствовал, что это действительно это соотносится со мной, это мое. Поэтому абсолютно, да. Опишите, какие вы. Крутые. Крутые, прекрасные. Нет, так мы превратимся в рейсов, какие мы крутые, будем ценности основываясь на себе делать. А в Таджикистане сильно разные ценности? Вот вы уже... Внутренние, да. Личные ценности человека. Люди разные. Люди разные везде, да. Причем, я работала в международной компании, я взаимодействовала с коллегами из разных стран именно по работе. Правда, очень все разные. Таких там прям культурных, национальных особенностей. Наверное, здесь очень бросается в глаза желание что-то сделать для соседа, гостеприимство, гостеприимство, да, это прям очень-очень сильно заметно, потому что, наверное, в России уже как-то мы так больше по своим квартирам, скажем так, да, и это сначала так даже обескураживает, уже отвык от этого. Если с детства я помню, когда эти все там домами, дворами, там, да, соседями, то сейчас, конечно, это не так уже. Вот. А здесь это как-то возвращает, наверное. А с точки зрения бизнеса? С точки зрения бизнеса, наш бизнес, да, Мегафон, он очень созвучен, например, с европейской культурой, и, наверное, и сотрудники выбирают за счет нашу компанию, потому что могут к этому прикоснуться, могут в этом побыть, на себе почувствовать, да, и пройти там определенный карьерный путь в такой компании. В общем-то, здесь мы не отличаемся. Другие компании мне сложно пока оценить, в чем отличие. Потому что я так глубоко не анализировала, не смотрела на них. Ну что, работать над ценностями? Да. В гостях у нас была Анна Жданова, директор по персоналу компании «Мегафон Таджикистан». Спасибо. Всего доброго. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, пишите к нам в комментариях, и мы обязательно найдем эксперта, специалиста, который ответит на ваши вопросы. Пока!